Отремонтированы 4 из 7 корпусов пансионата Пицунда. Это 1248 номеров. Теперь в каждом из них есть удобства – душевые и туалет. Для сравнения, раньше была только одна общая ванная на весь этаж. Приобретены кондиционеры, холодильники, телевизоры для каждого номера. Проведен бесплатный интернет для постояльцев. Безопасность в приоритете. Проводится пожарная сигнализация. По словам директора объединения пансионатов Пицунда Даура Курмази, на реставрационные работы приобретение всего необходимого для номеров затрачено более 200 миллионов рублей. Надо отметить, что ремонт, требовавший большого объема работ, осуществлен за сравнительно короткое время. Автор проекта реконструкции Валериан Джонуа, проработавший в пансионате около 40 лет. Проект у нас был разработан, проектные данные разных вариантов. Я показал свои варианты, что у нас было в архиве. Но они приняли свое решение. Собственно говоря, я тогда настаивал только один корпус, но они взяли за 4 корпуса, и 4 успешно. Последний корпус через неделю заканчиваем. В корпусе БЗИП, в котором побывал президент, 156 номеров на 348 человек. Все номера двухместные, а в 4 номерах на каждом этаже есть дополнительное место – диван-кровать для детей до 12 лет. В пансионате Пицунда есть отдыхающие, которые приезжают сюда не первый год. И, сравнивая состояние номеров до и после ремонта, отмечают значительные изменения. В этом году мы приехали, очень сильно нас порадовал ремонт. Шикарный, мы не удивились очень сильно, питание хорошее, но в принципе до этого было все хорошо, руководство всегда улыбается, всегда гостеприимные, девчонки довольные, мы вообще рады сюда ездить. Если бы нам что-то не нравилось, мы бы сюда не приехали. Номер всегда все чистенько. Ирина старается, убирает. Каждый раз спрашивает, все ли у вас есть. Может быть, поменять полотенце, может быть, поменять постельное белье. Отдыхающих здесь очень много. Все номера заняты или забронированы. В день заселяются около 60 отдыхающих. Работу мы начали с 3 июня. Этот корпус был открыт. По нашим наблюдениям, примерно в среднем в день к нам заселяются 50-60 человек. Соответственно, столько же уезжают, естественно. Из разных городов приезжают совершенно очень довольны, особенно после ремонта. Мы тоже очень этому довольны, рады. Министр по курортам и туризму Автандил Гардский отметил, что примеру руководителя объединения пансионатов Пицунда, который направляет заработанные деньги на развитие инфраструктуры, должны следовать и другие дома отдыха и пансионаты. Реконструкция это означает улучшение, сделать лучше, чем есть. Мы должны сегодня вести речь о том, чтобы сделать реконструкцию и в других объектах нашей страны. Почему? Прежде всего потому, что идет очень сильная конкурентная борьба не только между туристическими фирмами, но и между странами. И, к сожалению, в этой конкурентной борьбе мы не являемся лидерами. Надо очень много вложить усилия во всех областях для того, чтобы мы имели будущее. Без реконструкции мы будущего иметь не будем. Президент Рауль Хаджимба остался доволен увиденным и отметил, что во многом благодаря новым руководителям курортный комплекс Пицунда меняется в лучшую сторону. Я думаю, что те, кто видел, какие были здесь номерные фонды, и какие они сегодня стали, наверное, все-таки это уже положительная тенденция. Тенденция благодаря молодым нашим руководителям, которые воссоздали этот курорт. Я буквально некоторое время тому назад слышал о том, что нужно курорт продать, создать условия для того, чтобы сюда пришли инвесторы. Но, к сожалению, инвесторы так быстро не приходят на такого рода большие объекты. Но сегодня то, что уже сделано, и благодаря государству, тем кредитам, которые были даны, и тем усилиям, которые принимали сами руководители, закрыв долги, оставшиеся деньги и данные им деньги от государства использовали на то, чтобы курорт стал совершенно другим. От корпуса БЗИП гости по набережной направились к другому объекту. Президент принял участие в открытии первого в Абхазии национального дельфинария. Он располагается на территории комплекса Пицунда и будет работать круглогодично, так как климат в стране благоприятствует этому. В бассейне содержатся 2 вида черноморских дельфинов и 2 морских котика. Сегодня открывается первый дельфинарий в Республике Абхазия. Открывает его компания «Национальный дельфинарий». Она существует уже больше 5 лет. Очень помогли нам в этом деле правительство, непосредственно
администрация курорта Пицунда и, естественно, наши спонсоры «Аквафон», которые помогают информационно нам. В честь торжественного открытия вход в дельфинарий был бесплатным для всех желающих. Представление длится 40 минут. За это время дельфины Марк и Ева, морские котики Катя и Вика под руководством тренера Ивана Зеленцова выполняли номера, от которых радостные улыбки не сходили с лиц завороженных малышей. Дельфинов в конце представления можно потрогать, сфотографироваться с ними и даже поплавать. Никогда не видел дельфинов, но теперь, когда видел, очень рада. Они очень умные, дельфины. Хочу, чтобы они были здоровые и с ними ничего не случилось. Морские котики, они очень забавные. Они даже танцевать умеют. Отныне у родителей, которые хотят порадовать своих детей, появилась возможность сделать это, не выезжая за пределы республики. Представления в Национальном дельфинарии проходят в 11 и 16 часов ежедневно, кроме понедельника. На утреннее представление в день официального открытия дельфинария привезли детей из малообеспеченных семей, подопечных благотворительного фонда «Киараз». Бесплатные билеты им выделила дирекция дельфинария, а привезти детей в Пицунду из разных районов Абхазии помогла компания «Аквафон». Амра Амиджба Саидайба, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.